Итак, дамы и господа, приветствую всех любителей и последователей, кто интересуется историей Аварского каганата и всем тем, что связано с историей имперских авар, так называемых. Некоторые там в комментариях пишут, что типа имперские авары, ты там что, императоры, империя, что-то о себе возомнили, там начинают такие тупые комментарии писать. Типа, что возвеличиваете себя, там, типа, авары, там, вы там такие имперцы, да, такие там, слишком себя там высоко, как бы, хотите ставить, там, и так далее. Как-то связывает с этим моментом. Что якобы такие вот непростые, да, вы, авары-то. Так как мы, авары Кавказа, ассоциируем себя как позиционируем себя как наследники, да, исторические наследники, которые можем на себя как бы взять историческую наследственность, правопреемственность тех имперских авар, которые здесь в Европе с 6 по 9 век так жить тут и не знать вообще. Были, да? Поэтому мы можем говорить, мы, авары Кавказа, можем говорить от лица как бы имперских авар, от лица потомков имперских авар, да, так скажем, что мы там не говорим, что мы там какие-то крутые, там, типа такие имперцы, короче, там весь мир, короче, у нас там вся Европа, короче, в ногах у нас валялась там какой-то исторический момент. Мы это не говорим, мы этим как бы не кичимся, да. Просто есть такой момент, что в исторических хрониках определяется, есть такое определение, как имперские авары, да, чтобы понимали, что есть авары азиатские, есть определенный их маршрут, как они попали из Азии в Европу через Кавказ. И поэтому как тот момент, когда они появляются в Европе, это уже надо понимать, что у них уже историками определяется для них другое название, как имперские, потому что они реально здесь создали империю, да, великую империю. Просто в истории это не осуществляется так должным образом. По крайней мере, в русскоязычном сегменте плохо освещен этот момент. Вот. И вот мы пытаемся какие-то моменты освещать в этом вопросе. Сегодня мы находимся в Варшаве. Это была крайняя северная точка, крайней северной границы, скажем так, аварского каганата в 7-8 веках
Дальше Варшава, севернее Варшава уже власть аварских как Коганов не распространялась. Коханов, да? Каханов, скажем, будем на аварскую терминологию применять. Власть аварских каханов в 7 веке, 8 веке уже дальше Варшава не распространялась. Варшава тоже имеет лексику, семантику, да, аварского языка, авар-шваров. Авар сразу поймет перевод этих слов. И поэтому имперские авары, история имперских авар, она непосредственно связана с аварами Кавказа, так как из Азии те авары, да, которые еще не имперские, а так называемые азиатские авары. Азиатские это они не потому, что у них были там какие-то азиатские корни, а потому что они пришли с Азии. Но чтобы попасть в Азию, тоже ведь они откуда-то туда попали. Туда, в Азию, они в свою очередь тоже попали с Кавказа. Просто их история развития в Азии простирается несколько столетий, 5-6 столетий, то есть где-то в 1-2 веке они попали в Азию, и где-то в 5-6 веке оттуда они под давлением тюрок начали миграцию, скажем так, мягко скажем, миграцию. На самом деле эта миграция была вынужденная, это было грубо говоря, тюрки погнали авар со своей, в кавычках, территории. То есть, когда авары туда пришли, но они тогда аваром не именовались, историками не именуются, они в 2, 3, 4 веках как авары, они именуются по другим названиям. Под названием всем известным это хуны и гуны, да? Но хуны и гуны это по сути одно и то же, но хуны, пришедшие опять же в Европу, автоматически становятся гунами. Ну, это как бы в семантике, ну, это просто как бы слова для удобства, применяемыми историками. Вот все. В то время они так не назывались. Они могли вообще как по-разному называться, потому что все было по-другому. Буквы были другие, слова были другие, нации были другие, как бы источники как бы литерация написания была другая, там и так далее. И вообще очень мало было историков не было, тогда это назывались хронисты. Очень мало было хронистов, и хронисты тоже писали в искаженном чуть-чуть виде там. Поэтому это все по расследованию всего этого момента, это очень скрупулезная работа. И нам, аварам, предстоит эту всю работу делать, потому что кроме нас это делать никто не будет. Поэтому дальше будем пытаться этот вопрос тоже поднимать в других местах. Побываем в Европе, в Венгрии, Словакии, Австрии, Румынии. Нас непосредственно интересует центр аварского каганата, где локализовался. Это исторические области Венгрии и Румынии, такие как Паннония и Трансильвания. Там мы можем много чего найти интересного, которые бы нас приближали к раскрытию вот этих исторических хронологий событий, которые бы нас привели бы к тому, что мы дошли до
истинных моментов того, что вот мы все-таки раскроем их истинное, так сказать, происхождение, да? Было ли у них у этих авар были ли у них какие корни кавказские, или все-таки это был полностью азиатский как бы народ, как нас пытаются убедить многие отовсюду, всякую информацию создают. Не скажу, что они это так действительно есть. Это, допустим, вот везде в интернет-сообществе мы видим, что авары имеют тюркские корни и так далее и тому подобное. На мой взгляд, это все за уши притянутые истории, так как есть заинтересованность у тюркского мира, и всегда она была, начиная с того момента, как тюрки захватили, как османы захватили Константинополь и переименовали его в Стамбул. В этом Константинополе был весь архив, касающийся авар. Часть он в данный момент передан, этот архив передан Ватикану. Вот, ну, так как это Османская империя в то время, в 15-16 веке, она тоже контролировалась, вот этот Константинополь частично контролировался Ватиканом. Они успели перехватить люди Ватикана успели перехватить часть архивных таких документов, исторических, хронологических, да, вот, того времени, успели перехватить свою библиотеку, а ту часть, большую часть, которую они не успели перехватить, имеется в виду касающихся архивов данных, касающихся, имеется в виду авар, гунов, хунов, вот этих всех древних народов, которые реально как бы исторически большой след оставили. Это они были двигателями вот этого великого переселения народа, вот этого явления. Двигателями вот этого явления они были именно вот эти хуны, гуны, авары, да? Именно они были как бы двигателем, что в дальнейшем уже потом, уже через несколько веков, это несколько, 3, 4, 5, 6 веков спустя появляются такие уже более мощные, еще более мощные какие-то народы, которые дальше развивают этот процесс переселения народа. Это такие, как монголы, и потом уже как татары, говорят, да. То есть надо понимать, кто после кого, кто раньше, да, появился, кто законодатель, да, всех этих процессов, да, в мире, так называемых переселения народов. Это, конечно, древнее хуны, гуны и авары, да. И мы, авары Кавказа, имеем историческую правопреемственность, имеем право на историческую правопреемственность непосредственно, как минимум, авар. Но в целом и хун, и гун тоже. Поэтому мы таким образом хочу вернуться от того момента, что говорилось о том, что тюрки как бы когда захватили Стамбул, в архивах Константинополя, да, большой библиотеки, там были эти данные, те данные, которые Ватикан не смог забрать, да,
Те данные обработались, соответственно, османами, обработались. И вот эту всю великую историю Гун, Хун и Авар, они, конечно же, под себя подмяли, фальсифицировали. Это было в 16 веке еще. За эти 500 лет, представляете, как дальше она пойдет, как цепная реакция. По первоисточникам, якобы по первоисточникам, другие уже всякие историки там изучают эту тему, там, Гунов, Хунов изучали, да, вот в новейшее время, к примеру, там, Гумилев и так далее. И, конечно, они будут все дальше эту историю развивать в пользу тюрков, потому что они первоисточник, им уже был написан, потому что те первоисточники, по которым они учились этой теме, были уже сфальсифицированы тюрками под себя, и поэтому уже дальше идет, чтобы ты, как бы ты эту тему не изучал, все равно это будет тюркское, как бы, типа, как бы тюркское, как бы, начало, потому что изначально, что 500 лет назад вся аварская история тюрками была сделана под себя, якобы это они, якобы как бы они предки всех этих древних народов. И поэтому это им для своей внешней политики это очень выгодно, потому что если исторически брать, что половина населения, как бы, грубо говоря, Европы, половина населения Европы, если имеют там чуть меньше, может чуть больше, половина Европы имеет в той или иной степени аварские корни, то, конечно же, потом это можно будет там здесь это рассказывать, раскачивать. Вот по их пропаганде уже там можно понимать, что они уже там в каких-то своих сайтах, своих каких-то в таком своем информационном поле через мягкую силу, так сказать, уже эту идею пропагандируют там европейским, да, европейцам, что якобы вы там имеете турецкую кровь, потому что когда-то в древности сюда наши народы приезжали, здесь все захватывали. Кстати, в переводе с турецкого Европа звучит как Аварупа, кто не знал. Вот. Даже в этом можно увидеть, да, момент. И поэтому хочется всем аварам Кавказа сказать, что все это не просто так, дважды два четыре, все намного сложнее, и в этом во всем надо разбираться. Поэтому будьте на связи, подписывайтесь на канал, дальше будем разбирать эти темы. Вот. Поэтому всем пока. Хапунча, киналгу аварази, сахи, рохель, ва аваданхи.